Новое индийское кино главы МВД Таджикистана. Что-то в этом году глава МВД Таджикистана Рамазан Рахимзода выступил без особого энтузиазма. Когда на сегодняшней пресс-конференции хорошо выдрессированная гестаповская овчарка, называющаяся журналисткой, из зала спросила, сколько за минувший год было терактов в Таджикистане, министр даже удивился и перенаправил вопрос сидящему в зале зятю, главе УБОП Шоди Хафизода. Зять министра сообщил миру, что МВД Таджикистана зафиксировало за 2021 год 2 теракта и 4 попытки совершения терактов. Внимание, со стороны запрещенных в стране партии Исламского Возрождения в составе Национального альянса Таджикистана совместно с ИГИЛ. Вот беда. Плохо МВД и Рамазан Рахимзода дрессируют своих гестаповских овчарок. Они обучены только одному вопросу, а на кучу дополнительных уточняющих вопросов в ответ на первый у них ума и дрессировочной школы и смелости не хватает. Увы, ни министр, ни зять не удосужились раскрыть миру детали, что это за мифические теракты и предотвращенные попытки. С каких пор таджикская оппозиция стала сотрудничать с так называемым ИГИЛ. Все, кроме зомбированных гестаповских овчарок в Таджикистане и во всем мире, знают, что кузницу кадров для таджикской части ИГИЛ возглавляет никто иной, как сам министр МВД Таджикистана Рамазан Рахимзода и его коллега, глава ГКНБ Саймумин Ятимов. Именно Рамазан Рахимзода воспитал полковника ОМОН Гулмурода Халимова, перешедшего официально в ИГИЛ и ставшего там министром войны. Все, кому интересно и кому следует знать, знают также, что именно подчиненные главы МВД Таджикистана организовали под флагом ИГИЛ убийство иностранных велотуристов в Тангаре. Всех доверчивых дурачков, которые были к этому причастны, которых подготовили для этого дикого преступления против человечности, уничтожили, несмотря на то, что они были безоружны, сразу после совершения этого преступления. А последний был убит в тюрьме уже. И концы в воду. Но все в мире знают, куда ведут концы. И все в мире знают, что во время так называемых тюремных бунтов в Таджикистане именно игиловцы по заданию МВД под шумок убивали и отрезали головы другим заключенным, а именно представителям таджикской оппозиции, диктаторскому режиму. Так кто сотрудничает с ИГИЛом? Таджикская оппозиция или ИГИЛ – это игрушка в руках государственных террористических органов, таких как МВД и ГКНБ? Или это одно и то же? Так называемая борьба с терроризмом давно стала бездонной кормушкой для коррупционеров-карьеристов и прикрытием для государственного терроризма против собственного народа. Но в этом году так называемые главные борцы с терроризмом решают также не менее важные для себя задачи, вопросы транзита власти и вывода наворованного за пределы Таджикистана, в том числе за счет наркобизнеса. Было забавно следить за тем, как глава МВД Таджикистана Рамазан Рахимзода рассказывал о том, как его ведомство и как он сам лично борется с наркобизнесом. И еще пара слов о пресс-конференции главы МВД Таджикистана. У Рамазана Рахимзода очень богатая и вольная фантазия. Он увидел в своих мечтах и индийских снах 100 представителей оппозиции, а именно группы 24, партии Исламского Возрождения и Национального альянса Таджикистана,
добровольно вернувшихся на родину и после просьбы о помиловании амнистированных. К сожалению, гестаповская овчарка, называющая себя журналисткой, в зале не попросила назвать хотя бы одно имя из этих 100. Кого же это помиловали и амнистировали, а народ-то и не знает. На примере добровольного возвращения на родину Шарафиддина Гадоева глава МВД Таджикистана уже прославился далеко за пределами Таджикистана как фанат Болливуда, индийского кино и мультиков. Теперь, благодаря гению главы МВД Рамазана Рахимзуда и его подчиненных, дело Шарафиддина Гадоева дошло до высшей международной инстанции – ООН и до Международного суда. К сожалению, государство и бюджет, не виноватые в том, что их захватили бандиты, будут теперь должны платить штраф за преступление международного уровня, за тяжкое преступление – похищение человека. Точно тем же способом с мешком на голове и в наручниках добровольно вернулись из ОМОН некоторые члены группы 24 Амредин Аловатшоев, Чоршанбе Чоршанбиев, но ни один из них, из этих похищенных, не был членом Национального альянса Таджикистана, и ни один не просил о помиловании и не был амнистирован. Однако, как представитель Национального альянса Таджикистана, обращаюсь ко всем гражданам внутри Таджикистана и ко всем людям доброй воли, общественным объединениям и правозащитным организациям с призывом довести дело о похищениях граждан за пределами Таджикистана до Международного суда. Во-первых, имена всех похитителей и гангстеров в погонах и при власти должны стать известны всему миру, народу и всему миру. А во-вторых, похитители и гангстеры должны предстать перед законом. И я верю, что это рано или поздно случится. Всего доброго.